В эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Более 50 новых случаев коронавируса в Якутии. Последние данные Оперштаба в этом выпуске. Возможности мат-капитала хотят расширить. На что можно будет потратить деньги? Сезон отпусков в самом разгаре. Безопасно ли сейчас отдыхать в Крыму и Краснодарском крае? 51 новые случаи коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом сообщает региональный Оперштаб. География следующая. 38 заболевших в Якутске, 2 в Алданском районе, по 4 в Булунском и Мегино-Кангаласском, 3 в Ленском районе. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Выздоровели 79 человек. Лаборатории республики провели 2807 исследований на коронавирус. 3 провинции на востоке Китая объявили красный уровень опасности из-за сильнейших за десятилетия наводнений, вызванных тропическими ливнями, рассказывает Артем Сторонов. Восточная часть Китая страдает от сильнейших за многие десятилетия наводнений. Непрекращающиеся тропические ливни привели к тому, что многие реки и озера вышли из берегов, в результате чего под водой оказались десятки населенных пунктов. Сильнее всего пострадали город Нанкин и соседние провинции Аньхой, Чжэцзян и Цзянси. Спасатели продолжают эвакуировать местных жителей. На кадрах, снятых в субботу в Нанкине, видны почти полностью погрузившиеся под воду автомобили на улицах. По данным местных изданий, одна из дамб на озере Пуянху в провинции Цзянси не выдержала напора скопившейся воды. В результате поток, хлынувший в 188-метровый прорыв, затопил десятки соседних поселков, в которых проживает около 8 тысяч человек. Значительный ущерб стихия нанесла и экономике страны, начавшей было резко восстанавливаться после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Во многих регионах остановлены строительные работы, прекращено производство стали и цемента. Внеплановые проверки боевой готовности прошли в Каспийской, Московской и Ростовской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, в ходе проверки Каспийской флотилии были задействованы свыше 1500 военнослужащих и 35 кораблей. Кроме того, в Московской области прошла внеплановая проверка войск Западного военного округа. По информации Минобороны, около 600 единиц военной техники, танки, ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» в составе колонн совершили марш из пункта постоянной дислокации в район выполнения учебно-боевых задач на полигоне Алабино. В то же время в Ростовской области военнослужащие Южного военного округа приступили к развертыванию полевых модульных госпиталей. Военные медики отработают задачи по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных и условно раненых в составе специально сформированных сводных отрядов по ликвидации последствий кризисных ситуаций. Внеплановая проверка боевой готовности проводится по решению Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина. В Госдуму внесли законопроект о направлении мат-капитала на газификацию жилых домов. Авторы инициативы считают, что возможность использовать эти средства в полном объеме или частично на газификацию жилья позволят семьям с детьми с меньшими затратами решать квартирный вопрос. Особенно эта мера будет актуальна для жителей сел и небольших городов. Также авторы инициативы отмечают, что в Верхнюю палату парламента неоднократно поступали обращения от семей с детьми с просьбами предусмотреть возможность направления мат-капитала на газификацию. Более 1000 якутян пополнили ряды российской армии. Завершился весенний призыв в вооруженные силы страны. Как отмечают в Республиканском военном комиссариате, ни одна призывная кампания не проходила в таких условиях, как этой весной. Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, весенний призыв в Якутии завершен в установленный срок. Министерство обороны Российской Федерации военным комиссариатом были приняты все меры с личным участием главы республики Саха-Якутия, чтобы не допустить возникновения коронавирусной инфекции на сборном пункте и недопущения завоза этой болезни в вооруженные силы Российской Федерации. Все призывники, прибывающие на сборный пункт, проходили двойное тестирование на наличие COVID-19. Прибытие призывников осуществлялось только через специализированный медицинский пост.
Несмотря на единичные случаи выявления, удалось избежать распространения инфекции. Желаем нашим ребятам достойной службы. Шахтостроители рудника «Удачный» планируют отбить больше 100 тысяч кубометров горной породы. Это на порядок больше предыдущих лет. Выйти на новые показатели специалистам поможет новая техника. Работать шахтостроителям приходится на самых нижних горизонтах. Ирина Балкова увидела, в каких сложных горно-геологических условиях работают горняки. Бур входит в породу, как нож в масло. Для Романа Кудрявцева работа под землей уже стала привычным делом. 18 лет трудится бурильщиком. Повидал на своем веку много разной техники. Учиться управлять новым оборудованием приходится зачастую с колес. Вот и сейчас гордится тем, что именно ему доверили управление новой буровой установкой. Новая техника, она все-таки, вы правы, она сложна. Но при этом, вы знаете, она очень многие операции упрощает. Допустим, на данном виде Сандвика есть монитор. Это, по сути, своего рода подсказка, которая помогает машинисту буровой установки отбурить забой правильно и качественно. Сейчас шахтостроители подготавливают горную выработку на самой нижней отметке. Порядка километра под землей. Строительство идет и на других подземных горизонтах. В планах у шахтостроителей отбить 114 тысяч метров кубических горной массы. А это в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Такой большой объем тоже обусловлен. То есть, если раньше у нас преобладала значительная часть работ монтажных, преобладала большая горностроительная часть, то сегодня основные виды работ – это проходка. При этом безопасное ведение горнопроходческих и монтажных работ, сохранение здоровья работников – приоритетная задача, стоящая перед шахтостроителями. Ношение средств индивидуальной защиты играет важную роль. Во-первых, безопасное производство работ. И ношение средств индивидуальной защиты – это является снижением рисков травмирования работников и также профессиональных заболеваний работников. В коллективе шахтостроителей трудится почти 300 человек. Сложные горно-геологические условия вносят свои коррективы, но шахтостроители уверенно идут вперед, открывая новые горизонты. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В самом разгаре сейчас сезон отдыха на популярных российских курортах. Жительница Якутска вместе с детьми отправилась на отдых в Крым и на долгое время оказалась в заточении из-за пандемии коронавируса. Безопасно ли сейчас отдыхать на полуострове и в Краснодарском крае? Подробности у наших корреспондентов. Виктория Филиппова вместе с дочерьми Ниной и Мирой приехали в Крым еще до разгара пандемии коронавируса. На долгие месяцы их местом жительства стал город Ялта. Там Филипповы оказались в режиме вынужденной изоляции. И полицейские патрули везде, и полностью масочный режим, и школа закрылась, и опасения очень были большие. Мы вообще не выходили. Раз в неделю выходили только в магазин. Дети практически месяца 2 вообще безвылазно выходили из квартиры. Официально отели и санатории Республики Крым начали принимать гостей со всей России еще 1 июля. По данным Министерства курортов и туризма региона, за первые 10 дней республику посетили 400 тысяч человек. А всего в этом месяце ожидают прибытия около 1,5 миллиона отдыхающих. Сейчас на южном берегу Крыма загрузка отелей достигает 95–100%. В других курортных районах отдыхающих намного меньше. Объекты размещения загружены лишь наполовину. Особое внимание отводят безопасности. Во всех общественных наших зонах вы увидите везде рециркуляторы, производится термометрия наших гостей, то есть мы измеряем температуру при въезде, при посещении всех наших общественных зон 2 раза в сутки у гостей будут мерить температуру. Также по требованию мы можем выдать гостям медицинские маски. Везде установлен режим соблюдения дистанции, то есть везде нанесена сигнальная разметка, вы ее видите здесь также в холле.
Аналогичная ситуация и на любимых россиянами курортах Краснодарского края. Отели в Сочи, Анапе и Геленджике вынуждены остановить бронирование из-за высокого спроса. Полностью здесь сняли ограничения еще в июне. По информации властей Краснодарского края, к курортному сезону подготовили все 190 пляжей. Но вернемся к нашим героям. Виктории с детьми все-таки отдохнуть удалось. И несмотря на трудности, ее очень впечатлила крымская природа и достопримечательности полуострова. Мы посетили дельфинарий, нам очень понравился. Также мы сходили в динозавр парк. Очень хорошее впечатление у детей. Полностью жизнь вернулась в прежнее русло. Очень спокойно и хорошо. Как тебе в Ялте, скажи? Хорошо. Хорошо? Море нравится? Ограничения сняты, и у россиян теперь есть возможность скоротечным летом понежиться на южном солнышке и искупаться в море. Конечно, если удастся найти место в переполненных отелях и зонах отдыха. Сергей Михедов, Денис Тишин, Республика Крым и Краснодарский край. Каролина Рамирес в свои 12 лет обрела популярность в соцсетях благодаря видео, в которых она виртуозно управляется с одним и несколькими баскетбольными мячами. На кадрах видно, как баскетбольный вундеркинд мастерски ведет несколько мячей одновременно, скача на прыжковой ходуле пога-стик, и без промаха отправляет мячи в кольцо один за другим. Отец и менеджер девочки Орландо Рамирес вспоминает, что дочь начала проявлять интерес к баскетболу в возрасте 4 лет. Дополнительным стимулом для развития спортивных навыков Каролины служат положительные отзывы из разных стран. Орландо Рамирес рассказал, что получает много сообщений от других родителей, которые благодарят за прекрасный пример для подражания их собственным детям. Я начала заниматься, когда мне было 4 года. В самом начале отец брал меня с собой в спортивный зал, и я смотрела, как он играет в баскетбол. Я брала мячи, которые были повсюду в зале, и бросала их в такие маленькие обручи. Когда я подросла, я играла в детской баскетбольной команде, где была единственной девочкой. Теперь я играю с различными местными командами. А пока Каролина Рамирес учится в школе, играет в местной баскетбольной команде и мечтает о том времени, когда она сможет играть в высшей лиге женской национальной баскетбольной ассоциации. К этой минуте у меня пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.